Знаешь, с годами еще больней. Насколько я знаю, с первых дней войны, я что отец, что братья двоюродные, с первых дней попали на фронт. Двое вернулись. Георгий Соломонович всю войну прошел. Лейтенантом был командиром стрелкового взвода. Ну, куча наград, сейчас перечислять не будем. Демобилизовался в 1961 году в чине майора. Это Габлия Николай Григорьевич. Был на бомбардировщике этот стрелком-пулеметчик. 5 человек вот из двоюродных братьев не вернулось. Это все. Вот эти 3 брата, вот двое, когда, а третий брат, вот Алексей, он был, как и госстрой Абхазии возглавлял. И по Абхазии в то время перед войной вообще серьезные стройки были, и значимый его вклад не только в городе Сухуми, а вообще по Абхазии, да. И когда получил похоронку на братьев, он свою бронь сдал, в общем, с боем, с одобрением матери ушел и не вернулся. Габлия Пила Бесланович и Габлия Хутамтович, вот тоже 5 человек. Ну, это самое близкое окружение двоюродное. Отец вернулся в 45-м, 46-м. Он уже здесь был, вот эта фотка, вообще одевался вот так, как его видите. И вот азиатский всю жизнь носил, да, и ну, снимать надо было там часами. Он регулировал другой ногой. У него бойцы были с детдома, и он 6 раз был очень тяжело ранен, там это в документах тоже описывает. Он каждый раз мог комиснуться, но ради этих мальчишек он на 20 лет возвращался, чтобы их сохранить. И, кстати, в последнем бою 15 человек потерял. Вот там вот за этот бой ему и присвоили героя, хотя национальность и биография мешала. Там вот его бойцы, когда приезжали, 7 человек живых осталось, вот они вот всегда там, вот мы удивляемся, почему только летчики и генералы бывают дважды, трижды герой, почему-то каждый из них говорил. В их глазах он действительно очень высоко был. Я вам расскажу, как они познакомились. Это Литвинюк такой был. Кстати, отец через 2 месяца умер. Ну, они же приезжали часто, и мы рады были. У нас 3 брата было, друзей куча, ну, без соседей тоже абхазский стол. И человек 10-15 каждый день вечером собирались, и вот как-то вот этот Финюк Николай вот встал, ну, с бокалом и говорит: я знаю, что вы его очень любите, но вы его не знаете. И вот он написал, как они познакомились. У нас, говорит, убили командира, ну, в общем, по этой вертушке куда-то позвонили, сообщили, что командира нет, и сказали, что утром будет. И вот, говорит, ну, по колено вода в окопе, ну, стараемся так-то прикорнуть, и вот дневальный или кто он, часовой, ну что, да, караульный, начал матом ругаться, и смотрите, что это делает. А в то время, как он говорит, немцы очень ночью постоянно стреляли, и, говорит, ну, разбудил всех, и мы видим, как человек, говорит, полный рост идет, и, говорит, мы всем матом ругаемся, ну, ждем, когда он свою заслуженную пулю поймает, и мы как бы, ну, слава Богу, и дальше, если получится, спать. И когда, говорит, уже метров 30 осталось, на рассвете было, и вот он был в ватных, верхних и нижних, и то там, то здесь ваты вот появляются, то есть пули вырывали, а он курил и шел, говорит, и спрыгнул и потушил, и тихо сказал, что я ваш новый командир. И он говорит, мы, говорит, молодые были, почему-то вот мы знали, говорит, всю грязь войны, говорит, прекрасно понимали и видели, говорит, но он так резко поднял планку на невиданную высоту. И мы, говорит, до конца, он каждый день эту планку повышал.
Ну, мы знали, кто наш отец, с кем живем, там, тысячу моментов. Ну, не каждый раз же услышишь такое. И я пошел, а папа в дальней комнате лежал. И смотрю, вроде спит. Ну, только век отдернулось, я понял, что он притворился. Я ему где-то в районе живота голову положил. Мокрый, это нарми, знаешь, кальсоны по-абхазски. И мокрый, все сюда мокрый. Оказывается, он его рассказ слышал и плакал. Весь от слез мокрый. Я ему говорю: па, ну зачем так надо было? Он молчит. И еще раз, видно, спросил он. И он так просто псуа мышь. Я как бы, им было 20, мне 40. Там, говорит, такая грязь была. Стоило один раз нагнешься или ползя до них, говорит, разницы не было. И папа сыла, что он был. То есть, глаз моих не было, как я мог так знакомиться. Это не говорит о том, что они хотят выше себя, выше кого-то поставить. Просто они подчеркивают, что люди чести. Он говорит: я долго искал русскую лошадь. Потом я понял, почему она больше, крепче. Абхазцев еще до войны, старинный обычай еще практиковался. То есть всадник подъехал к воротам, он не зовет: эй, апшма, ломает грудью лошади, пробивает и заходит во двор. Но он этим самым не оскорбляет хозяев, они не имеют права оскорбиться. Просто, маху дали, не услышали, недостаточно чуткие были. И он эту лошадь долго искал, русский, и Колька тоже звали ее. Ни разу ни одной осечки не сделала. Я говорю: что это значит? Если ты не с первого раза не пробил, то лучше вообще не начинал, потому что сам на насмешки нарывался. В 43-м году ее встретил. То есть отца взяли, где-то в августе, он уже на фронте был, 41-го. Через месяц ее тоже по мобилизации. И 43-й год, папа говорил, немцы на тяге там отступают, и чтобы они не успели укорениться там, нам по 50-70 километров пешком приходилось делать. Ты в строю спишь, идешь, сил никаких. И, говорит, в один из таких, в Ростовской области, опять поле, говорит, и пушку тащит Колька. И в 3 метрах. И папа: Колька, и она остановилась и узнала его, начала ржать, и слезы, говорит, идут, и я плачу. Она, подойти не могу, потому что если я к ней подошел бы, у меня сил не было бы догнать своих. И пока, говорит, я ее видел, поле большое, ее все били, она ржала, смотрела в его сторону, и папа говорит: это пару так с носу шел, и говорит, я плакал. Неужели, говорит, на меня в предательстве обвиняла? Старший брат говорит, как-то, видно, проникся моментом, говорит: нет, папа, она прощалась с тем временем, когда вы сами были выше обстоятельств. И я вам скажу так, менталитет наш тоже чуть меняется, потому что по телевизору бывает, заслужены наши войны, нашу войну в 92-3 годах заслуженно, но они употребляют такое слово, как «я воевал». А те ни разу, они это по-другому говорили. Салахун, участник. Воевал, как-то они ни в каком случае не произносили. Папа рассказывал за мальчика 10 лет, на глазах у которого всю семью, бабушку, деда, маму, братьев, сестер расстреляли. Он, благо, там за деревом где-то прятался и видел все. И в этой деревне 3 месяца они стояли. И за это время, он как говорил, я за всю войну я разных людей встречал, но такого, жаждущего отомстить, я, говорит, близко такого, и лица, и такого не видел. И за 3 месяца он так им полюбился, и ему форму сшили, как сын полка, сапоги даже. И папа даже, он уже папу папой называл, он его сыночком. И хотел, если останется жив,
привезет сюда, в Абхазию. Но он так рвался отомстить. Но там такая ситуация. Провианта не было, подвоза, и голодали. И вот, начали брожения там. Какая разница, мол, от чего умереть, от голода, лучше пойдем там на вражеских окопах наживемся. Но их держало то, что немцы были, они там союзники. И вот этих разговоров он наслышался. И папа говорит, сижу, курю, и он с соседнего взвода, этот мальчик, идет. Слежу, говорит, за ним, а там недалеко от меня, говорит, пирамиды, автоматы. И он хватает автомат, перепрыгивает окоп. За Родину, за Сталина, такие лицо говорит, и побежал, кричу, ругаюсь, вижу, не могу остановить. И я поднял свой взвод, говорит, вперед, и слева, справа тоже встали. Метрах 30 мальчишка бежит, и я, за ним только смотрю, и, говорит, смотрю, подорвался. Вскакивает, видать, культя, за что-то цепляется, а такие же глаза вообще не обращает, вот ему надо до окопа добежать и за своих отомстить. Кричит, за Родину, за Сталина, как кричал, так и кричал. И папа говорит, я как его, маленькая лопата саперная, чтобы отсечь вот это. И не добегает до метра 3-4 сам. Так и он не сказал, то ли подорвался, то ли тяжело ранили. Это на берегу он со своими ровесниками сидел. И почему-то вот эту историю вспомнил. Через час в больницу попал. И я лет 10 столько попыток сделал, но духа не хватило узнать за этого мальчика. Боялся, что опять все повторится. Так и не знаю, что с ним стало, живой или как звали, как фамилия, да. Я так и не осмелился спросить у него. Танки, говорит, прорвались, добровольцы, выйдите. И папа смекнул, это же не самоубийство, и вышел. И там 1000 человек было, и никто не вышел. И этот полковник спрашивает, как фамилия, откуда, все, так, внимательно, встать в строй. Такие солдаты, он всем объявил, нам понадобятся, когда мы их погоним обратно. И 15 человек вот так выбрал, говорит, и мы пошли, говорит, они минуты полторы бой был, говорит, все погибли. Характеризую Мелитона Кантария. Вообще он интересный человек, очень доброй души был. Не то, что дружили, они очень любили друг друга. И Мирон Хабжов, он когда войны касалось, он всегда говорил, я счастливчик. На папу по-абхазски Чика звали. Чика герой, а я счастливчик, он всегда говорил. Понимаешь, что война закончилась, столько ты прошел, и тебе надо по этой лестнице подняться. Она усеяна трупами наших же солдат. Не пойти тоже нельзя. Вот он работал другим директором хлебзавода. И когда вот отец получил повестку, приятно, вот эти абхазские якумжикаба, и он там как другу пошел, подарил ему, на память ему. И вот в 43-м году, опять та же ситуация, немцы там на машинах отступают, мы пешком по 50-70 километров делаем, говорит, и у меня, говорит, сапоги были из-под немецкого офицера, хоть и мягкие были, чуть широкие, говорит, и то во сне, говорит, идешь, там камушки эти мучали. И, говорит, смотрим, говорит, поле огромное, нас, говорит, эшелон нас сопровождал полковник на лошади. И, говорит, навстречу человек 10-12 гражданских идут. Осторожно, так, с опаской. И когда убедились, что советские идут навстречу, скинули руки и на радостях подбегают. И этот полковник резко осудил их. Вы что, говорит, так радуетесь? Вы, говорит, все предатели. Там на той стороне наших не было. Вы все предатели. И, говорит, просто я не хочу с утра хорошее настроение. Не хочу, говорит, вас всех здесь положили. Бегите прочь. Прогнал. За это время отец с одним сапогом справился. Метров 200-300
Не успели пройти, смотрит, один из них опять отделился, возвращается. Ну, папа обрадовался, вот сейчас, возможно, второй сапог. И все случилось возле него. Тот какой-то бумагой. Я, говорю, там не просто оттуда, ну, что-то говорит, но отец не слышит, что, ну, доказывает свою какую-то правоту. И я тебе жизнь, говорит, подарил, и ты какой-то Филькиной грамотой здесь меня расстрелять. Ну, эти солдаты, уставшие, потом никто, как папа говорил, и грех не хочется никому на душу брать. И как бы не среагировали. Он несколько раз повторил, никто не дернулся. Ну, тогда он кобуру свой пистолет. Он забежал, этот несчастный, ну, строй. Солдаты его прикрывали, он лошадью вытолкал и беги. Папа уже так внимательно смотрит и заканчивает это. И он не дернулся, не стал бежать, и в упор дал несколько. И по-абхазски крикнул: «Ай, сарарыц хасабабсве, сушпапсве». То есть я несчастный, где умираю и как умираю. Папа подбегает, вот его друг детства. Фамилию не хочу называть. Чикаома, мол, называет отца по имени с улыбкой, но ему стыдно было за такую смерть. И остыл на руках у отца. От отца тоже, видать, крыша съехала, и с лошади сбросил этого полковника и ногой начал забивать его. Ну, там недолго это скрутили. Повезло, вот эти пацаны отцовы, эти, они очень боевые были. И дали понять, что, ну, папу уже на фронте знали. Но этот интендантский был так, а там такие полковники серьезные, которые их там в тыл вечно запускали. Ну, на счету они серьезная единица была боевая, вот, папина группа. Вот этого полковника перед строем погони сорвали и рядовым отправили в штрафбат. Значит, он был в тылу, какое-то задание выполнял. Знаешь, с годами еще больней.